Сегодня речь пойдет об автопутешествиях. В этом виде путешествий есть ряд несомненных преимуществ. Можно взять больше необходимых для отдыха вещей, вы не ограничены в передвижении и можете поехать куда угодно и останавливаться в тех местах, которых хотите. Уже около 10 лет я путешествую именно таким образом. Менялись автомобили, появлялось больше опыта, и если раньше с собой в поездку я брал только самое необходимое, то сейчас к этому добавилось большее количество палаток, лодка с мотором, бензогенератор, морозильник, но давайте обо всем по порядку. Чтобы немного погрузиться в атмосферу летнего отдыха на автомобиле, давайте посмотрим небольшую видеоподборку с прошлых поездок. Испытано на себе. Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24, и в этот раз я нахожусь на берегу Байкала, и, если честно, вообще надо сказать, что у меня отпуск. Именно по этой причине я особо не снимал эти дни видео, потому что как бы отдыхал, был такой немного детокс от видеосъемок. Но, тем не менее, эти 10 дней, чуть больше даже, наверное, на Байкале пролетели вот как один щелчок. И я хотел бы, наверное, вас познакомить, да, с лагерем, который мы установили здесь, и вообще как мы здесь жили, то есть испытывали на себе все прелести этого прекрасного озера Байкал. Но я думаю, что все знают, что это самое большое озеро в мире, соответственно, самый большой запас пресной воды мировой. Ну и много про сам Байкал, наверное, не стоит рассказывать, потому что вы все прекрасно знаете. Здесь шикарный воздух, здесь, сразу скажу, нет комаров. Комаров здесь, они появляются ненадолго. Вечером, ну вот как сейчас, например, какая-то определенная температура, когда им комфортно, они вылетают, чтобы немного нас покусать и напомнить о себе. Но в целом в течение дня ни мошек, ни комаров здесь нет. Для автопутешествий с детьми из города Якутска есть два ближайших направления. Это Приморский край и озеро Байкал. Ну, направлений, конечно, больше, но, во-первых, дорога занимает до этих мест не так много времени, около 3 дней. Ну, а во-вторых, какой летний отдых без купания и отдыха на берегу? В этом году мы приняли решение поехать на Байкал в силу большего количества мест для дикого туризма и, как показывает опыт предыдущих лет, большей пользы для иммунитета и здоровья взрослых и детей. Поездка начинается с паромной переправы, и мы собрались ранним июльским утром и поехали на первый паром. Надо отметить, что Неверская трасса становится все лучше с каждым годом. Появляется все больше асфальтированных участков, а там, где асфальта нет, имеется достаточно хорошая грунтовая дорога. Дорога до Улан-Удэ прошла достаточно спокойно, за исключением нескольких моментов. Двигаясь по грунтовке, лобовым стеклом мы поймали внушительный камень от встречной машины. Причем за мгновение до удара я подумал, что сейчас он разобьет полностью наше лобовое стекло.
выдержала, оставив у нас легкий испуг. Затем, к концу второго дня, мы вошли в настоящий шторм. Лил проливной дождь, все небо было затянуто темными тучами, гремел гром, сверкали молнии, причем одна из молний, по ощущениям, ударила достаточно близко. Мы остановились на ночевку на первой же стоянке. Ну а еще один неприятный момент произошел в районе Чернышевска. А вот такое тоже бывает в дороге. Даже боюсь вытаскивать, не знаю, что это. То ли кусок металла, то ли что. Шипит. Подъезжая к Чернышевску, обнаружил уже прокол колеса правое заднее. Сейчас не знаю, посмотрю, что там. Ну, даже не гвоздь, не саморез, а какой-то кусок металла. Такое ощущение. Вот. Ну, шиномонтажки здесь, в общем, слишком рано еще. Открываются где-то через час, через два. Быстренько отремонтирую жгутом и потом где-нибудь в нормальном шинсервисе. Ну и потом где-нибудь в нормальной шиномонтажке починим нормальное колесо. Так, вот такой вот кусок, не знаю чего. Поймал, латка. Посмотрим, думаю, доедем. Ну а еще на трассе удивление вызвал процесс заправки на некоторых газовых станциях. Так, как выехали из Якутии, тут все на самообслуживании. В течение 3 дней из Якутска мы добрались до Улан-Удэ и уже через пару дней были на берегу Байкала. Для себя мы выбрали дикий туризм, отдых в палатках, поэтому сейчас я познакомлю вас с нашим лагерем. Испытано на себе. Ну что, наш лагерь состоит из... Сейчас здесь находятся все палатки, которые вы сейчас увидите, все оборудование, это все мы привезли с собой. Начнем, наверное, тут у нас немного уже сборы идут. Прицеп, небольшой прицеп и, соответственно, часть вещей была в автомобиле. В прицепе уже сейчас, вчера загрузили лодку с мотором. Лодка достаточно большая, 470-я стрела, мотор 50-й, поэтому потребовалось усилие где-то 3-4 человек, чтобы комфортно ее загрузить. Берег здесь достаточно высокий, когда мы это все разбирали, я потом подумал, а как мы это будем все заносить обратно. Но сейчас уже, завтра мы уже, наверное, будем собирать лагерь полностью. Сегодня вечером, так как ночью, скорее всего, но по прогнозу обещает дождь, мы соберем палатки, которые я вам сейчас покажу. Те, кто смотрели, возможно, предыдущее видео, может быть, кто-то с ними знаком, но вкратце скажу, что основная фишка этих палаток в том, что их можно соединить в несколько. То есть здесь 3 палатки Lotus, и они соединены небольшими коридорами. Давайте начнем с самой дальней и пройдем до крайней. Через все палатки я вам обо всем расскажу. Вот эта палатка у нас является на самом деле москитным тентом. Она такая же зонтичного типа. Здесь, если, допустим, приоткрыть окошко, сразу видно, что это москитка. Она покрыта москитной сеткой полностью. Вот это сверху на нее идет вот такой вот чехол. То есть, если, допустим, как здесь на Байкале достаточно, допустим, могут быть осадки, дожди или ветер, то сверху надевается, можно надеть этот чехол, и она становится полноценной летней палаткой. Летней, потому что она однослойная. Вход у нее с этой стороны. Вот, давайте зайдем. Ну, здесь уже гости уже съехали, так сказать. Это наша такая гостевая комната. Здесь остался только пенофол, подложка. И надо сказать, что в этом лагере у нас за все дни, за эти 10 дней побывало около 25, ну, больше 20 человек, считая, ну, взрослых и детей.
Состоит она из вот таких вот москитных сеток. И, например, если жаркая погода, или если использовать эту палатку, например, как кухню или просто тент, то очень удобно. Большой, очень хороший обзор. Так, двигаемся далее. Наш домик. Переходим в следующую секцию. Эта секция нам дает тепло. Здесь находится печка. Печка длительного горения, и также ее можно использовать как баню. То есть, если вы закрываете вот эти все двери, топите печку, здесь можно положить камушки и, соответственно, принять очень хорошо попариться и потом прыгнуть в Байкал. Так, здесь что такого? Здесь, соответственно, так как это отопительный такой центр, здесь закрыты все воздуховоды, чтобы воздух горячий выходил в обе палатки. Но если здесь, соответственно, в обеих палатках есть, ночуют, спят люди. Вот. Следующий модуль — это у нас спальня. Сейчас мы уже тут скоро будем это все собирать. Ну, она такая же, как и предыдущая палатка. Это тоже такая универсальная палатка, лето-зима. Здесь карманы. Соответственно, при необходимости, на Байкале достаточно, надо сказать, что ветреная такая и прохладная погода. Исключение составляют всего несколько дней, наверное, может быть, из 10 дней, наверное, дней 5 были такие прям хорошие, жаркие, когда можно было купаться. Поэтому в эти дни можно открывать любой из окон, в зависимости от того, где находится солнце. Так, ну что, выходим, двигаемся дальше. Это вот такой основной вход, он во весь рост. Палатка двухслойная, и также дублируются входы москитной сеткой. Надо сказать, что если вы путешествуете, допустим, тоже семьей и берете с собой надувные матрасы, вот мы в этом году решили как бы взять такой надувной матрас, очень комфортно спится, но если, допустим, в палатке, когда становится прохладно, если нужно подкинуть дрова, и в целом за ночь в матрасе воздух охлаждается, поэтому желательно между самим надувным матрасом и, например, простыней иметь какой-то типа коврик, да, теплоизоляцию, чтобы холод не переходил к вам. Так, эти три палатки, я напоминаю, мы сейчас буквально после съемок уберем, соберем уже, потому что ночью обещает дождь, и переместимся в эту палатку. Это такой еще один гостевой дом. Эта палатка уже такая помощнее. У нее фишка в том, что она в виде куба, но вот эти секции здесь складываются еще дополнительно, и в собранном виде она, в отличие от кубических палаток, не такого размера, да, а где-то вот такого. В сложенном виде достаточно компактно. Это уже более серьезная модель такая. Она, во-первых, так же, как и вот эти лотосы, штормовая. Здесь вот штормовые такие вот юбки есть. На лето для удобства ставится вот такая вот летняя дверь с окошком. Она отстегивается. Если же на ночь, например, можно уже закрыть полностью основную дверь. Внутри находится теплый пол, и я думаю, что сегодня мы здесь даже без печки сможем спокойно переночевать. Тем более, что основная причина, для чего нужна была печка, это, конечно, дети, маленькие дети, которые грелись, не должны замерзать ночью, как говорится. Так, далее мы находимся около поселка Безымянка. Мы здесь на самом деле не планировали останавливаться, хотели проехать на Забайкальский природный парк, на Чевыркуйский залив, но по некоторым обстоятельствам, о которых я расскажу вам чуть попозже, мы выбрали это место и нисколько не жалеем. Здесь абсолютно тишина, спокойствие, достаточно такой, мало здесь находится туристов, и спокойное и тихое место, песчаный пляж, если пройти туда, ну и в принципе очень уютно, комфортно, за исключением некоторых штормовых дней.
Вот, про штормовые дни. Здесь у нас, нам повезло, у нас есть такая беседка. Ну, учитывая то, что у нас было очень много гостей в течение этих дней, то беседка очень, как бы, пригодилась. Мы ее закрыли от ветра вот таким тентом, который я думал повесить между деревьями от дождя, но он здесь пригодился гораздо больше. И если учитывать вчерашнюю ночь, вчерашний день, то еще и дополнительно вот этот тент пришлось повесить сюда тоже, чтобы закрыть ее полностью от ветра. Здесь у нас кухня, здесь у нас все продукты. Вот, кстати, если вам будет интересно, где мы находимся, это ООПТ, рекреационная местность побережья Байкала. Въезд стоит для взрослых людей 60 рублей. Это чисто въезд, пенсионеры бесплатно, дети тоже. И в день за автомобиль платите 250 рублей. То есть цены достаточно такие хорошие, приемлемые. С учетом того, что вы за это получаете. Получаете чистый берег, получаете централизованные санитарные точки, получаете, соответственно, туалеты, мусорные баки и все такое. То есть берег поддерживается в чистоте. Ну вот мы находимся внутри, соответственно, здесь были стол, скамейки, несколько скамеек. Мы поставили здесь свой стол, здесь разместили еду. Надо сказать, к слову, что здесь нет ни собак, ни чаек, которые могут ночью съесть вашу еду, оставленную на столе. То есть мы уже сначала были какие-то волнения, но потом волнения как бы все исчезли после того, как ничего за эти дни у нас никто из наших продуктов ничего не было съедено. Вот. Так. Еще одна палатка, это получается по счету 5-я. Она в виде вот такого вот тоже тента. Мы ее рассчитывали использовать как кухню. Если бы не было этой палатки, то если бы не было этой беседки, то мы бы этот тент использовали под кухню. Здесь у нас находится такой центр зарядки. Все заряжаются гаджеты, телефоны, стоит морозильная камера на 40 литров, заряжаем аккумуляторы. Это мы вчера разобрали лодку и, соответственно, я решил подзарядить аккумулятор, который, кстати, уже зарядился. Его можно отключить. Вот. В течение дня работает генератор, который заряжает этот аккумулятор, а ночью, соответственно, вечером, когда темнеет, от него работает освещение и сама вот эта морозилка. Здесь у нас находились дети, очень им нравилось, то есть они сидели в креслах, заряжали свои телефоны и, соответственно, в них сидели. И один из плюсов, наверное, то, что здесь не очень хорошая связь, интернет, LTE практически нет. В каких-то определенных местах он ловит, что очень хорошо, потому что дети не круглосуточно сидят в телефонах. Ну и вдалеке у нас здесь находится генератор, который все это питает. Находится он там, работает в эконом-режиме и достаточно такой тихий, спокойный. Друзья, ну что, это был такой небольшой кемпинг-тур, который у нас завершается, потому что начинает накрапывать дождик, а нам нужно еще убрать наши 3 палатки, чтобы они не намокли, потому что завтра у нас тоже будет сбор лагеря. Ну и, конечно, есть минус в том, что мы везем много вещей с собой, в том, что это достаточно длительный разбор лагеря и сбор лагеря. А плюсы в том, что практически все у вас есть, все с собой, и вы ни о чем как бы не беспокоитесь, ваш отдых максимально комфортен. Ну а сейчас, как я и обещал, я расскажу вам, почему мы остановились именно в этом месте, причем ни о чем как бы и не жалеем. Все сложилось достаточно хорошо. Мы переместимся на несколько часов назад, ранее днем я кое-что сделал. Ну и об этом вам сейчас все расскажу. Друзья, ну что, мы с лагерем более-менее познакомились, и в этом году мы планировали быть где-то на Байкале около 10 дней, 2 недель. Вот. Ну и
в принципе, так как у нас поездка идет на автомобиле, то, конечно, перед долгой дорогой нужно подготовить автомобиль. То есть я в течение достаточно длительного времени потихоньку приводил автомобиль в порядок, приобрел я его в прошлом году осенью, и постепенно в течение зимы, причем зимой он полностью эксплуатация была, по традиции уже, да, без гаража. Здесь установили предпусковой подогреватель, стоит обершпехер. Вот, и зимой ежедневно я на нем ездил, там минус 50 и так далее. То есть в общем и целом автомобиль показал себя достаточно хорошо. То есть, несмотря на то, что, конечно, это такой большой автомобиль, в отличие, например, от той же Toyota Corolla, которая уже в течение 6 лет в таком же режиме эксплуатируется. Но, тем не менее, вылезли некоторые моменты, которые, может быть, и не проявились при летней эксплуатации, да, то есть в теплое время года или, допустим, с тем же теплым гаражом. Но так вышло, что прямо перед поездкой еще из города Улан-Удэ я услышал такой достаточно неприятный звук из района двигателя. Ну и с помощью там небольших диагностических моментов, то есть если так точно сказать, то я снял ремень, запустил двигатель, точно понял, что это не из двигателя звуки идут, то есть тут такое было небольшое облегчение, но тем не менее обнаружил достаточно сильный люфт помпы. И уже буквально подъехав к шлагбауму, то есть здесь мы хотели просто прогуляться по берегу Байкала, это полуостров Безымянный. И когда собирались выезжать, помпа дала течь. То есть там уже не выдержали сальники, вытек антифриз, и машина стала обездвиженной. Отпуск бывает вот такой, когда едете на автомобиле. Я вроде все подготовил, все неполадки устранил, но в дороге проявилась слабая сторона. Получается, помпа стала выходить из строя, и практически мы дошли до Байкала. Ну, мы планировали не в этом месте остановиться, мы планировали поехать на Чевыркуйский залив, но тем не менее помпа сломалась. Ну и как видите, сейчас идет у нас очень любезно согласился администратор этого парка Безымянка добуксировать нас до места лагеря. Помпу я заказал еще вчера в Улан-Удэ, и она должна прийти в течение 2 недель, но говорят, что может прийти и быстрее. То есть сейчас мы, соответственно, будем здесь отдыхать и ждать, когда придет помпа. В это время я буду смотреть тьюториалы, инструкции, консультироваться, как можно поменять ее своими руками в полевых условиях. Потому что вокруг, вроде как я понял, особо нет автосервисов. Поэтому будем все делать своими руками, но тем не менее так отпуск даже становится еще интереснее. Нас любезно подвез сюда на буксире администратор этой местности Павел, за что ему огромное спасибо. Поставили вот буквально, получается, 10 дней, больше 10 дней назад машину вот так вот, как ее оставили здесь, так она и стоит, как и наш лагерь. Вот, ну, сейчас уже предварительно, да, то есть, что хорошо в этой истории, то, что перед выездом, за день до выезда, вечером буквально, когда я уже обнаружил причину шума, я съездил в магазин. Ну и как это бывает с американскими запчастями, в наличии этого не было, и пришлось заказывать. Заказ должен был быть в течение 2 недель, должен был прийти, но сказали, что, возможно, придет в течение побыстрее, да, то есть в итоге заказ наш пришел за 10 дней. И сейчас из Улан-Удэ везут запчасть с антифризом. Ну а моя задача снять помпу и, соответственно, здесь вот в походных условиях отремонтировать автомобиль. Ну, давайте начнем.
Двигатель достаточно надежный. Он здесь установлен объемом 5,3 литра. Такой стандартный, можно сказать, двигатель для американских автомобилей. Вот. Виновник торжества находится вон там. Сейчас я вот это все разберу и познакомимся с проблемой поближе. Так, ну что, сейчас, думаю, будет видно. Вот такой вот люфт. То есть звук был такой, как будто там катается подшипник внутри. И в итоге сальники не выдержали и дали течь. Сейчас надо снять кожух, шланги, слить антифриз. Для этого у меня есть специальный тазик, чтобы ни капли не попало на песок. Ну и, соответственно, далее снимаем помпу. Так, сейчас подъехал мой брат Эрдем, привез запчасти, помпу. Мы сейчас открутили все болты. И, соответственно, они причем разной длины, поэтому уже сразу составляли новую помпу. Так, теперь, как говорится, тех видео, которые я смотрел, эта помпа сразу отходила. Здесь она у нас, видимо, прикипела. Вот. Так, сейчас нам нужно снять термостат, переставить его на новую. Новая выглядит вот так, по-новому. Все гайки на месте. И, соответственно, потом будем ставить обратно. Ничего сложного. В комплекте идут вот такие прокладки. Их, наверное, мы смажем формирователем прокладок, герметиком. И поставим. Так, сейчас самая главная проблема — это открутить вот этот вот вентилятор. Его надо, вот это колесо, как-то зафиксировать. В общем, сейчас будем придумывать. Ох, отлично. Кольцо тоже двигается. Да. Сейчас руками раскрутил. Ага. Хеликоптер. Все. Пошли. Так, и остался термостат. Ставим обратно ролик-натяжитель. Еще вопрос. Так, у нас вопрос к знатокам. Ну, я не знаю, между вентилятором и помпой стоит вот такая вот шайба. Она достаточно большая. Если ее, допустим, надеть, то для резьбы остается совсем чуть-чуть. И то есть вот такая вот конструкция висит на половине резьбы. Что это может быть может давать? То, что
передается меньше тепла на сюда, на гидромуфту, и она, соответственно, срабатывает позже. И еще это может привести к тому, что нагрузка на сам подшипник, скорее всего, выше. И, может быть, из-за этого и вышел из строя предыдущий наша помпа. Поэтому попробуем поставить пока без шайбы. Если что-то прям критично будет, то уже потом будем решать, поставим ли что обратно. Накручивается она легко, я думаю, даже, наверное, ее можно и не за... Хотя, если тормознет, может быть, она близко была к ремням. А чем мы ремень не натянули? Сейчас бы. Нет, ничего страшного. Ну, в общем и целом, по заводскому должно выглядеть так, без всяких таких шайб. Отложим ее в сторонку. Сейчас осталось поставить этот шланг, поставить ремень. Но ремень можно уже поставить. Давайте поставим новый ремень. Изначально всегда же бывает такое, что машина дает знаки, да, какие-то. У меня свистел ремень. И сначала думал, что это подшипники. Поменяли подшипник в генераторе, да, то есть в генераторе там стоит обслуженный. Поменяли подшипник в ролике натяжителя и в обводном ролике. Свист не прекратился, ну то есть он стал меньше, но соответственно я пришел к выводу, что это ремень. Ремень поменял, поставил новый, и проблема исчезла, но ненадолго. То есть потом новый ремень тоже начал посвистывать. Все это было из-за, соответственно, помпы. То есть она уже тогда, шкив, скорее всего, неровно стоял, и из-за этого ремень свистел. Поэтому у меня сейчас такая коллекция. Значит, есть один старый ремень. То есть из 6 дорожек здесь всего 5 местами. Это был еще запасной ремень от старого хозяина. То есть это, ну, как бы старый, вообще не использованный, уже потрескавшийся, на самый крайний случай. Потом на нем стоял вот этот ремень. Отъездил он всю зиму. Ну и, соответственно, у старого хозяина еще служил. Вот такой. А вот это уже новый ремень, который вот приобретен недавно. Именно его сейчас и поставим. Так вот у нас новая помпа. Антифриз залили, помпу поставили, аккумулятор на месте. Сейчас будет самый важный момент: запуск двигателя, и мы узнаем, все правильно сделали или нет. Антифриз ушел? Давай дальем. Сейчас он всю систему прогонит. Я отсюда не вижу, наполняется она или нет. Да. Давай. Еще банку надо. А с правой стороны. Так, ага, подожди. Еще идет, да? Давай, заведу сейчас.
Все ровненько работает, да? Все работает, все. Теперь мы на колесах. Испытано на себе. Каждый решает для себя сам, какой вид отдыха ему подходит. Если мы говорим про автопутешествия, то более комфортным способом, конечно, является остановка в гостевых домах или турбазах. Что касается озера Байкал, то цены начинаются от 500-700 рублей в сутки на одного человека и выше. Для нас же, как жителей севера, отдыхать в 4 стенах после и так длительной холодной зимы не очень предпочтительно. Поэтому мы выбрали палаточный отдых, но постарались его сделать более комфортным. Это просторные отапливаемые палатки, кухонные принадлежности, газовая плита, скороварка, морозильник, генератор, столы, стулья, тенты, в общем все то, что помогает отдохнуть на природе более длительный срок. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» я продолжу рассказ про летний отдых на Байкале. И вы узнаете, получилось ли нам добраться до изначально планируемой точки отдыха. Мы пообщаемся с семьей из Якутска, которые также выбрали подобный способ путешествий, узнаем про эргономику их автомобиля, посетим оздоровительные источники на Аршане, ну и, конечно, погрузимся в атмосферу лета, солнечных дней и отпуска. Испытано на себе.